конце минувшей недели Инту с рабочим визитом посетила заместитель руководителя службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора Галина Машукова. В рамках пребывания в Инте она провела встречу с представителями управляющих компаний города, а во второй половине дня в интинском филиале общественной приемной главы Республики Коми прошел личный прием. На все вопросы, касающиеся управления многоквартирными домами и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, поступившие от интинцев, она дала полные и развернутые ответы. Посмотрите, что у нас в этих платежечках. Вот она у меня платежечка. Посмотрите, у нас какие. У нас самые красивые платежечки на весь город. Так, вы сказали, что вам отдельной строкой предъявляется плата за содержание места общего пользования. Не предъявляется. У нас все идет одной строкой. Содержание текущего жилого дома. Мы бы хотели все это развить, как у людей нормальных. Текущий ремонт, содержание. И теперь вот с июля уборочка. Нам бы очень хотелось уборочка, потому что у нас все лето очень текучесть большая с уборщицей. Дворник есть, говорит инженер, но я вот как-то... Я не говорю, что у нас грязно, валяются там бумаги или все. Но вот так же вот и в подъездах. Вы хотите, я правильно понимаю, чтобы была разбивка вот этой строки содержания жилого помещения, чтобы вы видели, сколько у нас расходуется на уборку, то есть на обслуживание места общего пользования. Да, вы это хотите? Я хочу, да, и не только я, потому что у нас... придомовой территории, да? Ну, это идет одна строка, это уборка общественных мест. Это лестничные площадки и дворовая территория. Кому интересно, вот из жильцов, они могут всегда открыть договор управления, приложение с перечнем работ и увидеть, сколько стоит тот или иной вид работ. Но если есть великое желание увидеть и в платежке, да, вот, но здесь, да, будет строчка содержания жилого помещения, двоеточие, в том числе отдельно там содержание подъездов. Это можно, но обязанности у управляющей организации. Я вас, конечно, разочарую, но нет такой обязанности. Есть только обязанность выводить отдельной строчкой, как здесь сделано, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Вот это обязанность. А вот то, что вы просите, это право управляющей организации, и оно будет работает только когда все собственники через общее собрание примут такое решение. На личный прием подошли 5 горожан, но несмотря на скромное количество обратившихся, общение затянулось. Заявленным 5-минутным регламентом рассмотрение обращений не ограничилось. Вопросы интинцев разбирали досконально, на каждого человека уходило около получаса. Большую помощь в личном приеме гостю оказали представители жилищной инспекции и управляющих компаний. Мероприятие прошло максимально продуктивно.